столице Грузии Тбилиси арестованы 3 бывших руководителей полиции в связи с убийством 2 человек в 2006 году. Их застрелили в машине во время спецоперации. Как утверждает главная прокуратура, мотивом этой операции, проведенной бойцами частей специального назначения, была личная месть, а основанием – фальсифицированные показания, согласно которым жертвы являлись членами преступной группировки. Отец одной из жертв, который требовал привлечения к судебной ответственности полицейских, был убит в январе в результате взрыва бомбы, заложенной на могиле сына. В обменные пункты в Туркмении выстроились длинные очереди. Жители страны встревожены слухами о девальвации национальной валюты – маната. В провинции Мары сотни людей выстроились в очереди, чтобы купить доллары. В январе власти девальвировали манат на 18% и ограничили продажу долларов в одни руки. На Украине прошли акции в память 30 жертв ракетного обстрела в жилом районе Мариуполя в январе. 1 февраля в Киеве возле посольства России активисты установили кресты с именами погибших. Позже в Мариуполе в центре города на Театральной площади были зажжены свечи. ООН заявила, что ракеты были выпущены с территории, контролируемой сепаратистами, и были умышленно нацелены на гражданские объекты. В Пешаваре, на северо-западе Пакистана, несколько десятков человек провели демонстрацию, протестуя против регулярного отключения электроэнергии. По словам демонстрантов, ее отключают почти на 18 часов в сутки. Пакистан переживает энергетический кризис, и протесты против экономии энергии стали повсеместным явлением. В городе Тузла на севере Боснии и Герцеговины рабочие нескольких предприятий протестуют в связи с тем, что в течение 4 месяцев после проведения выборов не сформировано местное правительство. Работники обувного, химического и мебельного заводов собрались возле местного парламента, требуя незамедлительного формирования органов власти для решения неотложных экономических проблем, с которыми столкнулись их предприятия. В феврале прошлого года в городе вспыхнули беспорядки, вызванные высокой безработицей и хронической коррупцией.